В Северной Осетии проходит первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. В турнире принимают участие спортсмены из 39 регионов России. Нашу республику представляют сразу 53 вольника. Соревнования являются отборочными на первенство Европы и мира. Как прошли первые схватки, расскажет Алана Тамаева. На коврах предварительные и полуфинальные схватки. Ребята борются в 10 весовых категориях. Публика следит за каждым движением борцов, поддерживает и переживает. Это второй день первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Главный судья отметил, что соревнования очень масштабные. Уже сейчас в нем определены фавориты. По составу очень сильные соревнования. Приехало 39 регионов Российской Федерации, это около 380 спортсменов. Вы знаете, есть лидеры здесь борются, да, например, прошлогодние победители, призеры. Вот 86 килограмм это борец из Владикавказа Наниев и Шипзухов Алик, это город Москва, параллельный зачет Ставропольский край он представляет. Вот они в этом году снова борются. Здесь сотни спортсменов из разных уголков России. Самая многочисленная сборная из Дагестана. По количеству спортсменов ей совсем немного уступает наша, а в первенстве 53 остинских борца. Как рассказывают организаторы, регламент этих соревнований европейский. Регламент нынешних соревнований, правила нынешних соревнований позволяет спортсменам демонстрировать самые лучшие качества. И судьи не очень-то вмешиваются в их борьбу. То есть долгое время у нас правила были не очень корректные, да, и не всегда выигрывал сильнейший. Во всяком случае, в финал выходил не всегда сильнейший. Сейчас это исключено. Кто сильнее на сегодняшний день, он и будет бороться в финале. Эти соревнования откроют борцам дорогу на первенство Европы и мира. А пока тренеры и судьи активно наблюдают за схватками и выбирают претендентов на участие в соревнованиях. Тренер сборной России среди юниоров Абдусалам Гадисов делится. Приезжать в Осетию всегда очень приятно. Республика очень любит спортсменов, борцов. И вы видите, сколько много болельщиков. И столько же болельщиков еще и не попало, к сожалению, из-за того, что зал вместительность ограничена. И где понимают борьбу, там приятно бывает бороться, потому что на твое каждое движение, твой выигранный балл публика реагирует. Это бывает приятно. Завершится первенство России 6 апреля. В финальный день состоится чествование олимпийской сборной команды СССР 1888 года. В спорткомплексе нет свободных мест. Зрители сидят даже на ограждениях. Здесь атмосфера настоящего спортивного духа. Завтра на церемонии открытия финальных поединков ожидается в разы больше людей. Напоминаю, что наш телеканал будет вести прямую трансляцию турнира. Смотрите, будет жарко. Алана Тамаева, Александр Гаджаев. Новости Осетии.